По православному календарю сейчас время святок. В эти дни в храмах можно увидеть необычное. Здесь оживают библейские сюжеты. В Чувашской митрополии впервые провели конкурс «Рождественский вертеп». Его участники приглашают проникнуться духом Рождества, прочувствовать атмосферу этого светлого праздника. Вертеп – это место, где родился Иисус Христос. Вертеп в традиции Русской Православной Церкви – это воссоздание картины Рождества Христова. Богомладенец появился на свет в пещере. Его колыбелькой стали ясли, кормушка для скота. Рядом с ним Пресвятая Богородица, Иосиф Обручник, ангелы, пастухи. Здесь же волхвы со своими дарами – золотом, ладаном и смирной. Путь им указала Вифлеемская звезда. Все это в своих работах запечатлели участники конкурса. Вертепы чаще всего неповторимы, и у каждого храма можно увидеть свою отличную от других композицию. Светящимися ледяными ангелами, живым барашком стоящего вертепа привлек всеобщее внимание Веденский кафедральный собор. Он и стал победителем в номинации среди городских храмов. Удивили жюри сельские приходы. Лидером признана воскресная школа храма Святой Троицы села Оринино Маргаушского района. Украшение вертепов доставляет особую радость детям. Пастухи у стада в эту ночь не спали, ангел Божий прилетел к ним из небесной светлой дали. В конкурсе приняли участие 13 храмов, 18 семейных коллективов и воскресных школ, православные классы. Все настольные вертепы можно было увидеть на выставке в Центре подготовки церковных специалистов. Каждый автор представил рождественскую историю по-своему и использовал разные материалы. Так в дружном 1 Б гимназии номер 2 создали композицию из пластилина. Работу распределили между учениками и уже потом собирали ее в единый сюжет. Я выбрала верблюда. Мне было очень-очень-очень весело и интересно. И я лепила его из пластилина, как и все дети. И мы с ребятами принесли фигурки в класс, и там создали свой рождественский вертеп. Эта композиция удостоилась 2-го места. Лучшими настольными вертепами признаны работы воскресных школ села Акулево Чебоксарского района, Веденского собора Чебоксар и Шумерлинского храма во имя святого преподобного Серафима Саровского. Мы делали живот, глаза, небу, и ротик, и шерсти, ткани. Скручивали колбаски. Родители Артема и Варвары Брюхановых и Шумерли запечатлели весь процесс создания сказочного вертепа. Творчество сплотило многие семьи, объединило взрослых и детей за одним столом, где создавались образы и оживала история. Своими идеями с удовольствием поделилась семья иерея Николая Корниенко. Фигурки для своего вертепа они собирали в разных концах России и мира. Получилась уникальная коллекция. С появлением детей мы решили познакомить их с этой традицией, да и вообще наполнить, собственно, нашу семью именно рождественским чудом. Принял участие в конкурсе и митрополит Савватий, который считает, что такое творчество сближает людей, расширяет их кругозор и раскрывает душу навстречу Богу. Для начала получилось неплохо. Очень хорошая идея создания такого конкурса, проведения такого конкурса. И это, как всегда, коллективы сплачивает. Всегда какое-то общее дело, которое делается всем коллективом, оно сближает, оно делает людей еще ближе. Вдохновение всем участникам подарило само Рождество. Каждый почувствовал себя немного творцом. А на памяти остались призы и подарки. Лидия Галактионова, Зинаида Паршагина, Виктор Степанов. Вести Чувашия.